Традиционно, начало мая для курдского народа служит неким напоминанием о том, что в первой половине прошлого столетия против курдского народа был совершен акт геноцида. В будущем эта трагедия получит название «Дерсимская резня». Звучит жутко, не правда ли? Со слов очевидцев, со слов свидетелей, которые пережили эти ужасные дни, до нас доходит понимание, почему такое ужасное название. Дело в том, что резали стариков, детей, а беременным женщинам вспарывали животы, дабы они не оставили после себя потомство. Забегая наперед, хотелось бы сказать, в 2011 году тогдашний премьер-министр Турции Эрдоган официально от имени государства принес извинения перед курдским народом за совершенный геноцид. Благодаря этому ему удалось добиться колоссального успеха. Он получил огромную поддержку у курдского населения, которое фактически сделало его президентом. В 1934 году правительство Турции приняло закон о переселении национальных меньшинств с их родных мест для дальнейшей ассимиляции. Но они не учли один важный факт. Курды никогда не являлись меньшинством на территории Северного Курдистана. Это и привело к восстанию под предводительством Саид Рза. После того, как по правилам Сербского договора Курдистан не обрел независимость, в Дерсиме до трагических событий уже произошло 11 восстаний. Для подавления восстания в регион было направлено свыше 25 тысяч военнослужащих. К лету восстание почти было подавлено, а его лидеры, в том числе и Саид Рза, были приговорены к смертной казни через повешение. Однако остатки повстанческих сил продолжали сопротивляться, и было решено удвоить количество войск в регионе. Методы подавления восстания армии были крайне жестокими. Происходило массовое убийство мирного гражданского населения, погромы деревень, массовые депортации. Некоторые поселки подвергались бомбардировке воздушных сил. Остатки повстанческих сил были окончательно подавлены к октябрю 1938 года. Данный видеоролик был создан исключительно в ознакомительных целях, для того, чтобы наш народ никогда не забывал о тех ужасах, через которые нам пришлось пережить. С вами был Роми, и я безумно благодарен каждому из вас за просмотр этого видео. Вы можете увидеть еще больше видеороликов на подобную тематику, связанных с курдским народом и Курдистаном, на нашем Instagram или же YouTube каналах. Всем спасибо.